взгляды его членов на какие-то моменты расходятся. И тем не менее, общий взгляд на страну, на то, как она должна развиваться, в каком направлении двигается, у нас общий. И я надеюсь, что общность сохранится, пока существует эта организация. Политическая система Абхазии, когда глава государства наделен широчайшими полномочиями при формировании органов власти, стала тормозом для развития страны. То, что когда-то работало в условиях текущего момента и исключительных личных качеств первого президента, сегодня тянет всех нас назад. Субпрезидентская форма правления изжила себя как в административном, так и экономическом смысле. Ведет к монополизации власти, фаворитизму, отсутствию отчетности и публичности, кулуарности принятия решений. Жизнь показала, что в современных реалиях это, как правило, закрытая система, обслуживающая саму себя и узкий круг приближенных, враждебная всему новому, как угрозы ее стабильности. Отсюда и сопротивление реформам, нежелание что-то менять. Такая власть, кто бы ни стоял у руля, неизбежно начинает рассматривать страну как собственный ресурс, а работу в госструктурах как бизнес. Это общая тенденция для почти всех стран постсоветского пространства. С этим связаны события, которые вы наблюдали в Казахстане, в Армении, в Грузии, в той же Молдове. Видимо, пора и нам адаптировать общественную жизнь под требования времени. Речь должна идти о модернизации всей политической системы, которая обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. В рамках этой программы надо законодательно закрепить переход к смешанной системе выборов, об этом уже говорилось, выборности глав районов, назначение главы правительства по принципу партийного большинства. Повторюсь, нам необходимы масштабные политические реформы, но не как самоцель, а как часть плана развития, плана, который сделает жизнь граждан безопаснее и лучше. Вот по этому поводу можно и нужно провести референдум. Сейчас, по меткому выражению моего друга, мы находимся в состоянии безвременья. Вся жизнь в стране как будто поставлена на паузу. Мы больше не ставим перед собой больших целей. Да, поодиночке мы что-то делаем, пытаемся улучшить положение здесь или там. Но все вместе, как народ, как общность, мы давно перестали стремиться вперед. Чего бы это ни касалось, внешней или внутренней политики, экономики, соблюдения закона, безопасности, образования, наши государственные стандарты становятся все ниже. Кто в этом виноват и чем мы заплатим за это? Виноваты мы все, потому что делегируем во власть людей, не обремененных мыслями о благе общества, а заплатим своей страной. И это не преувеличение. В сегодняшнем стремительном и жестоком мире вы или развиваетесь, вкладываясь в качественное законодательство, образование, культуру, технологии, старайтесь держать, по крайней мере, региональный уровень, либо проигрываете конкуренцию, становитесь беднее и сперва теряете голос во внешней политике, потом во внутренней, потом лишаетесь национальных активов, потом армии, потом государства. Боюсь, те, кто управляет нами сегодня, не совсем это понимают. Наверное, им кажется, что страной можно управлять как цехом. 10 лет гонять одну и ту же продукцию, делиться доходом с дольщиками. Но так не бывает. И то, что происходит у нас, начиная со смехотворных внешнеполитических инициатив и дальше по цепочке ковид, майнинг, хаос с ценами на топливо, яркое тому подтверждение. Какая бы ни была страна, большая или маленькая, государственная мысль должна работать по одним и тем же законам. И мысль должна быть качественной и современной. Невозможно один раз поработать в ЦК комсомола, а потом всю жизнь пользоваться этим нафталином на госслужбе. Для качественных решений нужна качественная власть. Поэтому возвращаюсь к началу доклада. Вопрос о политических реформах, или если говорить просто, кто и как будет нами управлять, это вопрос не политического вкуса, это вопрос выживания. И стоит он на повестке дня остро, как никогда. Однако ничего этого не будет в условиях жесткого противостояния в обществе. Когда противостояние идет между соседями, между членами семьи, между односельчанами, горожанами.
Как бы ни были серьезные вызовы, решать их надо в конституционных рамках. Единственной надежной опорой власти может быть только симпатия и поддержка граждан, а добиться этого можно только цивилизованным путем. Хочу несколько слов сказать о вопросах безопасности, так как у нас обстановка региональная, в мире вы все видите, что происходит, не можем обойти это стороной. Частью масштабных реформ должна стать реформа вооруженных сил и резерва. Конечно, вооруженные силы – это очень специфическая вещь, но выскажу свое мнение. Нам необходима меньшая по объему, но лучше укомплектованная и подготовленная армия. Это касается вопросов технической, технологической подготовки, оснащенности, переосмысления системы организации, взаимодействия родов, войск и подразделений, а также вопросов материального обеспечения и социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. В современных реалиях необходима новая военная доктрина, предполагающая эффективное реагирование как на региональные, так и глобальные вызовы. Мы должны четко представлять себе, с какими угрозами можем столкнуться, и готовить вооруженную силу к отражению именно этих угроз, а не тех, которые стояли перед нами 30 лет назад. Сегодня Абхазия может столкнуться как с классической, так и гибридной войной, когда враг использует все доступные ему ресурсы, сырьевые, информационные,